Мы здесь готовим сани летом, а телегу зимой. Мы агропромышленный комплекс разбираем в декабре, а вопросы энергетики в июне нормально. Вот. Поэтому я подготовил презентацию в силу сокращения времени и плюс некоторые вещи, наверное, уже повторно прозвучат, поэтому я ее сокращу. В распоряжении организаторов конференции она останется. Все, кто сочтет нужным, с ней могут познакомиться. Она там есть ссылки на документы, которые регламентируют деятельность банка в этом направлении. Вот. Итак, Внешэкономбанк, традиционно начинаю, это не совсем банк, точнее, совсем не банк, а госкорпорация, банк развития и внешнеэкономической деятельности, одной из целей которых, основной целью которого является содействие инвестиционной деятельности. Деятельность наша регламентируется целым рядом законодательных нормативных актов федерального уровня, законом о банке развития, меморандумов о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденным распоряжением правительства, вот, которые как раз основные наши направления, основную нашу деятельность в сфере содействия инвестиций и инвестиций самих регулируют. Однозначно можно сказать, что проекты, которые вот сегодня обсуждаются, они на 100% соответствуют основным направлениям деятельности банка, и банк в принципе готов и ждет реальных инвестиционных предложений для того, чтобы помогать их реализовывать. Это и отраслевая направленность, и общие принципы работы, то есть такие как и государственно-частное партнерство, и экологичность, и инновационность проектов. В двух словах о параметрах финансирования. Проекты, в которые может входить банк самостоятельно, они имеют целый ряд ограничений технических, начиная от стоимости, это 2 миллиарда и выше, и заканчивая, естественно, срок, со сроком окупаемости 5 лет и выше. Что еще? Вот это два основных параметра. Я, готовясь к этой конференции, наше представительство в Хабаровске, мы провели целый ряд консультаций с инвестиционным департаментом московским, департаментом инфраструктуры. Вот. Есть возможность, я понимаю, что каждый конкретный локальный проект не всегда, зачастую не удовлетворяет этим требованиям. Да? То есть 2 миллиарда по каждой станции, это, наверное, будет сильно много. Но, тем не менее, есть возможность объединения проектов, то есть каждых локальных объектов в пул либо по техническому, технологическому принципу, либо по организационному в один проект, и тогда есть возможность банка участвовать. И такое решение зафиксировано уже в рамках предварительного рассмотрения одного из проектов. Да, зафиксировано, оно подтверждается, и на самом деле банк ждет. Я полагаю, что вот такое решение находится очень в сфере, очень созвучно тем предыдущим обсуждениям, да, которые были сегодня, о том, что проекты уже начинают реализовываться, уже появляется первый опыт их реализации на Дальнем Востоке. Вот, появляется первый опыт и положительный, и выявляются некоторые организационные, технологические вопросы и проблемы, которые требуют регулирования. Вот, но тем не менее появляются возможности для их, то есть уже появляется информация для того, чтобы готовить проекты в полном объеме, документацию по ним в полном объеме и проводить комплексную экспертизу, и при успешном проведении этой комплексной экспертизы эти проекты могут быть закрыты, финансово закрыты.
Ну и то, что хотел сказать. В голову приходят и предложения, и инструменты, которые есть не только у самого банка, но у компаний, которые входят в группу Внешэкономбанка. Вот. Их несколько. Вот. Опять же, на слайдах они есть, но как-то так не начал их показывать. Есть из последних, из того опыта, который сейчас реализуется с участием представительства Внешэкономбанка в Дальневосточном федеральном округе, это инструмент, который разработан и применяется сейчас дочерней компанией Внешэкономбанка, открытым акционерным обществом, федеральный центр проектного финансирования. У них есть разработанная и запущенная программа содействия городскому развитию, городскому и территориальному развитию, в рамках которых может быть привлечено финансирование в рамках этой программы на подготовку проектов. Вот. На самом деле представляется, что в вопросах энергетики это тоже зачастую немаловажный вопрос, потому что не всегда у органов власти, не всегда у операторов проектов достаточно денег на крупномасштабную проработку проектов. Ну, в общем, этот инструмент может быть использован. Есть в группе Внешэкономбанка и лизинговые компании, и банки, да, среди которых можно отметить МСП-банк, банк, который реализует государственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Там финансовые ограничения существенно ниже, ну, точнее их практически нет в сфере вот этой программы. Причем есть вполне востребованные инструменты, которые могут быть использованы для проектов, как мне кажется, возобновляемой энергетики. Я имею в виду программу гарантийной поддержки средних проектов, ну, проектов в сфере среднего предпринимательства. Вот. Еще раз скажу о том, что представительство Внешэкономбанка на Дальнем Востоке создано, работает. Мы находимся в Хабаровске, контакты наши есть, они известны, они есть в материалах конференции. Поэтому, если есть какие-то вопросы и пожелания, или там проекты, которые требуют обсуждения, мы рады и готовы будем помочь выбрать правильный инструмент группы Внешэкономбанка для того, чтобы проекты успешно состоялись. Спасибо.